Во Львове прошел 23-й книжный форум издателей. В нем приняли участие более 50 тысяч посетителей. Основная тема этого года – Крым и крымско-татарская литература. Как проходил форум, в нашем сюжете. Крымско-татарские имена и их значения, сражения времен Крымского ханства и особенности крымско-татарского языка. Все это можно найти на страницах историко-культурного журнала «Кассевед», который впервые презентовали на 23-м форуме издателей во Львове. Вы где увидите вот такую тему? Формирование крымско-татарского народа. Кто напишет об этом, как не сами? И вот надо будет собирать не месяц этот материал, готовить его, год уходит. Эта тематика – это любовь. Здесь все крымско-татарские имена, их значения. Вы нигде не найдете, как какое-то сражение проходило, в какой роли и участие приняли там крымско-татарская армия или же военачальники. С разноцветными рисунками, стихами и, главное, на родном языке. «Арманчах» – единственный в Крыму детский журнал на крымско-татарском. За 5 лет работы заработал признание читателей и стал лидером продаж. Очень хотим донести до детей, какой прекрасный у нас язык, какая у нас красивая культура, какое у нас было прошлое. К сожалению, наш язык, как вы все знаете, наверное, он занесен в список исчезающих языков. И наша мечта, и наша цель, наверное, самое главное, чтобы наши дети были уже носителями языка. 60 исторических памятников собрал в одной книге крымский историк Алекса Гайворонский. Часть из них можно было увидеть в его программе «Прогулки по Крыму» на телеканале АТР. В книге «Страна Крым. Очерки в памятниках истории Крымского ханства» более подробно описываются исторические факты, говорит автор. Книга будет издана тиражом в 1000 экземпляров и будет распространяться только в Крыму. В ней читатель встретится с памятниками истории Крымского ханства. Это ханский дворец, это крепости, мечети в разных уголках Крыма. То есть история Крымского ханства, она продолжает жить в этих сооружениях, она продолжает интересовать тех, кто к ней неравнодушен. И, конечно, мне было бы приятно, чтобы таких неравнодушных людей стало бы больше. Исмаил Газиев, Асан Иминов, Заман, АТР.